Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Челны ТВ, в студии Валерия Новожилова. И вот главные темы этого выпуска. Ледяная вода и горячий чай. Как в набережных Челнах проходят крещенские купания. Что делать в случае возгорания? Сотрудники МЧС провели инструктаж с жителями одного из комплексов города. Знают ли челнийцы правила пожарной безопасности, выяснила Диана Малярова. Женский взгляд на татарский Шамаиль. В историко-краеведческом музее города открылась выставка мастеров мусульманского искусства. Лучше всех челнинская школьница стала участницей телешоу на федеральном канале и продемонстрировала свое необычное увлечение. Православные отмечают праздник Крещения Господня. По традиции служители храмов совершают крестный ход и освящают воду для купания горожан. А мыть руки и набрать воды можно в Каме на набережной Табиева и в районе Боровецкой церкви. А вот крещенские купания в этом году организовали только на реке Меликеска. Челнинцы начали окунаться в прорубь еще ночью. До рассвета купель на реке Меликеска посетили около 200 человек. В 10 часов утра в храме преподобного Серафима Саровского состоялся крестный ход и освящение воды. Для желающих окунуться по традиции организовали полевую кухню и установили раздевалки. Безопасность на территории контролируют спасатели. Перед праздниками мы уже неделю готовились, проверяли места выхода людей на лед. Толщина льда на сегодняшний день 48-52 сантиметра. Здесь дежурят сотрудники зонально-поискового спасательного отряда номер 6, 4 человека, ихняя техника здесь и сотрудники ГИМС. Несмотря на холодную погоду, желающих окунуться в прорубь немало. По словам челнинцев, в мороз даже легче. Для многих ритуал на купели не связан с религией. Горожане таким образом поддерживают собственное здоровье. Я круглый год ныряю. И зимой стараюсь, и летом на родниках. Закаляет дух. Плюс религиозно, конечно. Но больше, я думаю, для поддержания иммунитета и здоровья. Уже как-то привыкла, на крещение всегда ходим. А сколько лет уже? Ой, 6 лет уже. Праздничные купели будут открыты еще 3 дня. Набрать святой воды можно также в храмах города. В них организованы специальные ванны. Валерия Новожилова, Сергей Вильданов. Новости Челны ТВ. К другим темам. Уголовное дело в отношении челнинца, убившего друга, вернули в Набережно-Челнинский суд на новое рассмотрение. Верховный суд Татарстана отменил приговор в связи с тем, что в описательной части решения суда не были указаны все телесные повреждения, причиненные погибшему. Напомним, в сентябре прошлого года в реке Шельна были обнаружены части человеческого тела. В ходе расследования выяснили личность погибшего, а также задержали подозреваемого. По версии следствия, мужчины распивали спиртные напитки, поссорились, и хозяин квартиры нанес другу детства смертельное ножевое ранение. Чтобы скрыть улики, расчленил тело и скинул останки в мусорных пакетах в реку. Найти все части тела мужчины так и не удалось. Уголовное дело в отношении Абдракипова, обвиняемому по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, находится в производстве городского суда. По уголовному делу допрошены потерпевшие, свидетели. Судебное следствие окончено. Предстоят судебные прения. Знание правил спасает жизнь. Сегодня многие жители дома 2005 впервые узнали, что делать в случае возгорания. Комплекс выбран не случайно. Здесь в новогоднюю ночь произошел несчастный случай. Житель многоэтажки 2009 погиб при пожаре. Виной трагедии стала непотушенная сигарета. Сегодня сотрудники МЧС вышли в профилактические рейды. Если у вас в подъезде произошло задымление, ни в коем случае нельзя пользоваться лифтами, потому что это как дымовая шахта в случае пожара. Один из простых советов, который может спасти жизнь. Как оказалось, о правилах пожарной безопасности не знает даже половина жителей дома. Сотрудники МЧС провели инструктаж и вручили жильцам памятки. Знали ли вы все правила пожарной безопасности? Половину знаем, половину уже. Да, половину нет. Полезно было? В связи с увеличением роста количества погибших людей в Республике Татарстан Главным управлением по Республике Татарстан МЧС России было принято решение о проведении месячника безопасности в жилье. Увеличение на 55%, то есть в предыдущем году у нас за данный период было 9 человек, количество погибших в данном году 14 человек. Рассказали челнинцам, что делать в случае возгорания не только пожарные, но и сотрудники полиции, социальной защиты и жилищники.
мы подготавливаем список. Также мы созваниваемся со старшими по домам, потому что они курируют этот дом. И таким образом у нас происходит связь. Есть ли у вас, возможно, какие-то проблемные жильцы, с кем приходится проводить этот инструктаж чаще? Конечно, такие есть, особенно которые должники, потому что там приходят, получается, к нему друзья, и они курят, получается, распивают спиртные напитки дома. Всего по Автозаводскому району в план вошли порядка 300 квартир, которые планируют обойти сотрудники МЧС. Диана Малярова, Айдар Мусин, новости Челны ТВ. Прокуратура Набережных Челнов завершила проверку ЧП со школьницей, которая выпрыгнула из окна школьного туалета на 3-м этаже. Инцидент произошел 11 января в гимназии номер 29. Девочка была доставлена в больницу с переломами обеих ног. Установлено, что подросток воспитывается в приемной семье, которая на профилактических учетах не состоит. Жилищные условия и внутрисемейные отношения нормальные. При проверке гимназии выяснилось, что имеющийся в штате педагог-психолог своевременно не выявил отклонения в поведении школьницы и не оказал ей психологическую помощь. Кроме того, специалист не организовал и психологическую диагностику учащихся. По итогам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя гимназии представление с требованиями устранить причины выявленных нарушений и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Сейчас доследственная проверка продолжается. Дело находится на контроле прокуратуры. Прокуратура республики завершила проверку по жалобе родителей и школьников на платную сдачу предварительного общего государственного экзамена и единого государственного экзамена. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. По словам челнинцев, в других городах страны ученики пишут пробные испытания бесплатно. В Челнах же за один экзамен родители учеников вынуждены заплатить 330 рублей. При этом деньги уходят на счет индивидуального предпринимателя, который занимается выращиванием овощей. Родители просили дать разъяснение по этому вопросу начальника управления образования Рустема Хузина. По результатам проверки прокуратуры нарушений не выявлено. А сейчас впереди короткая реклама. Далее мы расскажем о выставке Шамаилей, а также о том, как челнинская школьница стала участницей шоу на федеральном канале и продемонстрировала свое необычное увлечение. Оставайтесь с нами. Город Елабуга, коттеджный поселок Гренландия. Началось строительство домов. До центра города и особой экономической зоны Алабуга 7 минут езды. 8 соток с инженерными сетями 520 тысяч рублей. Телефон 8 965 609 28 28. В санатории УВА только до 14 февраля скидка 15% на путевки с лечением от 6 дней. Подробности по телефону 78 05 71. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23. Вы смотрите новости на телеканале Челны ТВ, и мы продолжаем. Условия изменились. Программа «Социальная ипотека» с 2021 года будет работать по-новому. Теперь у тех, кто стоит в очереди, появилось больше возможностей при выборе квартир. Как уточнил заместитель исполнительного директора Госжилфонда при президенте Татарстана Булат Гюльманов, теперь семья может приобрести квартиру большей площади по меньшей цене. Если раньше можно было рассчитывать на квартиру с большей площадью от норматива на 20%, то теперь на 30%. Также снижена стоимость квадратного метра сверхнормативной площади. Теперь в Автограде за 1 квадратный метр сверхнормативной площади нужно будет заплатить 47 412 рублей. Одним из нововведений является то, что вот эта сверхнормативная площадь, она должна была оплачена до получения квартиры, то есть до момента выбора квартиры. Теперь этот момент растянут на весь срок, то есть не нужно вносить всю сверхнормативную стоимость, а можно расщепить на срок рассрочки, то есть достаточно внести 10% первоначального взноса. Также при участии в программе социальной ипотеки можно использовать материнский капитал. Кроме того, сейчас в Госдуме рассматривается предложение от Татарстана о выплате отцовского капитала на 3-го ребенка. Он составляет 450 тысяч рублей. Его также можно будет использовать для погашения ипотеки. В 2021 году в республике построят 280 тысяч квадратных метров жилья по социальной ипотеке. В Набережных Челнах сдадут 2 дома на 625 квартир.
Предприниматели смогут задать свой вопрос Роспотребнадзору. 20 января с 14:00 до 16:00 специалисты организуют единый день открытых дверей. Мероприятие состоится по адресу улица Низамединова, дом 14, этаж 3. Записаться на прием можно по телефону 32 06 07. Посетить мероприятие возможно только при наличии маски. В историко-краеведческом музее Челнов открылась выставка под названием «Женский взгляд на татарский шамаиль». Выставка приурочена к Году родных языков и народного единства. Свои шамаили из набережных Челнов продемонстрировали художницы Чолпан Шарифулина, Зульфия Мухаммединова, Лейсан Валиуллина, а также супруги из Лениногорска Рушания Гаязова и Атлас Галимов. К слову, Рушания Гаязова – человек с ограниченными возможностями здоровья. С работами художников познакомилась съемочная группа нашего телеканала. Шамаиль – это картина с выдержками из Корана, надписями на арабском, татарском языках и изображением мусульманских святынь. Их размещают в жилых домах, над дверными проемами и в мечетях. Шамаили возникли много веков назад, но не теряют актуальности до сих пор. Зульфия Мухаммединова занимается религиозной живописью с начала 90-х годов. Ее работам свойственны строгие каноны, которые в семье передавались из поколения в поколение. Сейчас вот такие материалы. Это аракал, голограмма. Ну, там же и традиционный шамаиль тоже, и тушь я иногда применяю. Голограмма – это сверкающий, как фольга. Вместо фольги я вот начала голограмму применять, а уже вот аракал клеишь на стекло, нарисовать, потом разрезать резцом. Потом все вот убираешь, красишь, убираешь, красишь. В Челнинском музее представлены как современные, так и классические образцы шамаилей. На выставке «Женский взгляд на татарский шамаиль» можно увидеть 34 работы. То, что мы сегодня видим в экспозиции, наши художницы уже подходят не только по ранним канонам, но они уже стараются подойти более творчески, видят свое, видят по-своему же, по-современному, и трактуют и в цветовой гамме, и в самом шрифте. Уникальная выставка продлится до 15 февраля. Лилия Гатина, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. Учится на отлично, занимается музыкой и делает украшения из эпоксидной смолы. 9-летняя челнинка стала участницей телешоу на федеральном телеканале. Необычной бижутерией девочка заинтересовалась в 5 лет. Регина Шайдуллина мечтала сохранить красоту живых цветов и решила делать из них украшения. Как такая идея пришла в голову маленькой девочки и в чем сложность работы с эпоксидной смолой в нашем сюжете? Мы берем пенопласт, на него клеим скотч, чтобы ничего не пролилось. Затем мы ставим вот эту фурнитуру туда и заливаем в нее смолы. Затем мы аккуратно начинаем впихивать туда пинцетиком всякие цветочки. Вот здесь вот есть гипсофилы и фисташ. Регина Шайдуллина сделала целую коллекцию украшений из эпоксидной смолы и цветов. На одну работу уходит около 2 дней из-за долгой просушки материала. Цветы девочка собирает летом и сушит их в манной крупе. Самое сложное – это чтобы не переборщить пропорции, правильно их замешать, чтобы ничего не закипело, или же смола может не застыть. Я выкинула очень много работы, очень много пробовала, старалась и в итоге достигла чего хотела и буду стремиться и работать дальше. Регина всегда любила цветы, рассказала мама 9-летней школьницы. С 2 лет она собирала красивые растения, но они увядали и превращались в мусор. Начала думать, как бы этот мусор, чтобы не мусор было, сохранить вот эту всю красоту. Зимой особенно приятно смотреть на цветы, которые летом собирала. Вот начали думать. Сначала под стеклышко, как мы раньше в секретики играли, в земле закапывали. Вдохновила девочку на творчество с эпоксидной смолой старшая сестра Диана. Челнинка учится на дизайнера и решила работать с этим материалом для одного из учебных проектов. Она нашла видеоуроки в интернете, а позже стала делать украшения и научила этому ремеслу младшую сестру. До проекта, конечно, смола все равно не дошла, не успела. Взяла в итоге другой материал, но решила оставить и посмотрела, что делают другие люди. То есть тоже украшения, картины и так далее. Думаю, почему бы нет? Своим талантом Регина поразила всю страну на телешоу на федеральном канале. Школьница сделала логотип программы из эпоксидной смолы и рассказала о цветах. Девочка не только делает украшения, она увлечена цветами и мечтает стать флористом.
Кроме того, Регина занимается вокалом и играет на фортепиано. Валерия Новожилова, Сергей Вильданов. Новости Челны ТВ. В Удмуртии санаторий Ува ждет на лечение и отдых. В санатории Ува только до 14 февраля. Скидка 15% на путевки с лечением от 6 дней. В санатории Ува только до 14 февраля. Скидка 15% на путевки с лечением от 6 дней. Подробности по телефону 78 05 71. А сейчас с новостями погоды вас ознакомит Ольга Гайдабура. Сразу после них новости на татарском языке.